Встречи. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, полуостров. 8:38 в Киеве и в Крыму. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». И я, Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии». Тема дня. Итак, сегодня утром мы обсуждаем обстановку на административной границе с Крымом, в частности, недавний сход граждан в селе Атамань, на котором жители потребовали от областных властей убрать из региона блокпосты участников блокады Крыма, акции «Гражданская блокада Крыма» и знаки Крымско-Татарская автономная республика. Давайте послушаем сюжет о том, какие события предшествовали митингу. Вы можете подключиться к нашему разговору. Код доступа к нашему эфиру 8 800 10 06 926. А сейчас репортаж. Репортаж. Жительница Генического района возмущена. Она все еще не может возить привычные гостинцы родственникам в Крым. Везу курицю, мені не дозволять її провести, тому що блокада. А що я ту курицю й Путіну повезу? Чи Аксьонову, чи свою онуч? Жители села Атамань Генического района требуют убрать блокпосты активистов блокады Крыма, заявляет депутат Чингарского поселкового совета Валерий Каблюк на митинге. Проблема наша пов'язана з перебуванням на території Чингарської сільради учасники так званої громадської блокади Криму. Участники блокады Крыма пытаются объяснить собравшимся, для чего же они стоят на админгранице. Кримські татари організували блокаду, потому что был Минск-1, был Минск-2, и ни слова не было о Крыме. Взволновали жителей Генического района недавние взрывы. 15 апреля взрывается автомобиль с одесскими номерами. Тогда один человек погибает, 4 ранены, рассказывает местная жительница. Пострадал совершенно невинный человек. Ехал как раз на велосипеде. Вот здесь люди были, работали. Надеемся, что это было первый и последний раз. Не хочется, конечно, ничего такого подобного. Страшно, не хочется, чтобы бомбили, как в Донецке. 21 апреля прогремел следующий взрыв. Правоохранители усиливают меры безопасности. Об этом заявляет заместитель начальника управления МВД в Херсонской области Александр Анохин. Добавлено количество людей, несущих службу на улице, патрули. Проверка будет транспортных средств в том районе, тщательный досмотр всех будет автомобилей. Наши будут патрульные с нашими полицейскими. Взрыв автомобиля правоохранители квалифицируют как теракт. Организаторы пока не найдены. Не пришли к общему знаменателю жители граничащих с Крымом регионов и участники блокады полуострова. Бессрочная акция продолжается с сентября прошлого года. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам в эфир, присоединиться к разговору. Говорим мы о событиях, которые происходят сейчас на административной границе с Крымом. И с нами на связи организатор схода граждан, которого мы сейчас слушали, депутат Чингарского сельского совета Валерий Каблюк. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Валерий, по порядку, что конкретно сейчас беспокоит, волнует жителей административного приграничья? Первое, это волнует стрельба, которая проходит у нас за селами Поповка, Атамань и Севаш. Мы находимся самое близко, возле границы с административной границей Крым, 4-5 километров. Между нами блокпосты стоят, это Сухая дамба, от села Поповка это приблизительно где-то 5 километров и от Атаманя 5 километров. Постоянно проводятся стрельбы между блокпостом Сухая дамба и этими населенными пунктами. Жители этих сел, в основном пожилые Это люди, вам известно, кто стреляет? Да, нам известно, потому что мы звоним на блокпосты военнослужащим, которые там несут службу. Это, говорят, стреляют участники блокады, блокадники они называют. Было задержание, это позывной Петрович, задерживал самого Ленура Ислямова. Это фиксировала миссия ОБСЕ. Вот. В одном из своих интервью он сказал: я понимаю,
можно купить автомат. Но я не понимаю, где можно взять пулемет. Там фиксация была и с журналистами, миссия ОБСЕ, там были даже целые патроны от пулеметов, ленты пулеметничные. Когда я при задержании, они представили себя Крымско-татарская освободительная армия. Я такой армии не знаю. Это первое, то, что всех пугает. У нас пограничный район. Мы должны жить здесь спокойно. А мы считаем, что это идет провокация, провоцирует ту сторону. Я здесь живу, мать моя живет, дети мои здесь живут. И получить удар, я не понимаю. Я не знаю, где эти люди живут. Это не наши местные люди. Я считаю, что это все провоцируется. Поэтому мы собрались по поводу стрельбы, чтобы на нас обратили внимание силовые структуры, СБУ. Вопросы были заданы, откуда оружие, кто их выдавал. Насколько я знаю, они ни в одном не состоят, ни в вооруженных силах Украины, ни в Нацгвардии. Я считаю, мое личное мнение, это бандформирование. Ну, раз уж у нас зашел разговор об общественном формировании «Аскер» и участниках гражданской блокады Крыма, я скажу, что радио «Крым Реалии» обращалось за комментарием к Ленуру Ислямову или даже с просьбой принять участие в этом эфире. Ленур Ислямов отказался, но по-прежнему открыты для комментариев, и Ленур Ислямов может позвонить нам сейчас в прямой эфир 8 800 10 06 926. Позвонить нам может не только Ленур Ислямов, а и любой из наших радиослушателей может принять участие в разговоре. Я еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что Валерий Каблюк с нами на связи, организатор схода граждан, депутат Чонгарского сельского совета. А сейчас послушаем мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова о том, что происходит. Точка зрения. Наличие там Аскера, остатки людей, которые были связаны с блокадой, это люди, которые препятствуют сотням теневых схем, которые на Геническом районе десятками лет. Но это уже полномочия СБУ, прокуратуры, милиции. Поскольку они бездействуют, или более того, они тоже, скорее всего, теперь теряют нечто, потому что с ними не делятся. И поэтому другие хотели бы, чтобы оттуда ушли те же самые члены Аскер. Этим пользуются те, которые хотели бы в этом году тоже относительно безбедно эксплуатировать многие теневые схемы, которые там эксплуатировались. Они связаны с севашами, они связаны с земельными ресурсами, они связаны с транспортными перевозками. Это все там теневое. Точка зрения. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я уточню, что обращались мы к Эвелине Арифовой, спикеру общественного формирования Аскера. Нам отказали в комментарии или участии в эфире, лишь сообщив, что Аскер во время всех инцидентов, о которых говорится сегодня, он нес службу на блокпостах и в них участие не принимал. Это говорит спикер Аскера Эвелина Арифова, а с нами на связи организатор схода граждан, как раз который прошел после ряда инцидентов на административной границе и в приграничье, депутат Чонгарского сельского совета Валерий Каблюк. Валерий, а вы пытались поговорить с руководством гражданской блокады Крыма, с руководством общественного формирования Аскер? Пытались ли как-то решить эту проблему? Да, мы решали, было 21 декабря 2015 года, создана сессия Чонгарского сельского совета, были приглашены представители этой блокады, там Ленур Ислямов приходил, у нас присутствовало 14 депутатов Чонгарского сельского совета разных партий, 12. И на сессии все в правовом порядке было принято решение, чтобы перенести блокпост, который находится в Чонгаре, до КВВ Чонгар. Таким самым, чтобы не ущемлять права местных жителей, которые ездят на заправки работать, там у нас и на КВВ работать, которые были неодноразово побиты, и сумки проверяли, то есть нарушали все права наши. Они до сегодняшнего дня решение сессии не выполнили. Блокада, людей там живут, блоки от слова блокирующие, как стояли, так и стоят. Никто их не убирал и не убирает. И не собирается, я смотрю, убирать.
Вот так. Вот это было наше. Мы все пригласили, телевидение было. То, что говорит Чубаров, я хочу ответить. Это их как бы оправдание. Я, например, работал в Крыму. У меня бизнес был весь в Крыму. Вот. Мы потеряли. То, что Аскер говорит, что такое блокпосты, я бы хотел, чтобы все слушали, узнали и услышали. Блокпосты у нас впереди на админгранице с Крымом. На блокпостах стоят, это сухая дамба, железнодорожный мост. Сейчас мы услышим, вот, кстати, мнение по этому поводу Валентины Сичевой, первого заместителя главы Херсонской ОГА. Валентина Ивановна, доброе утро. Ваша позиция относительно того, что происходит сейчас на административной границе, и вот мы видим, что есть недовольные местные жители. Так, є недовольні місцеві мешканці, але я не знаю, з ким ви зараз говорите. Я отут з інтернету скачала звернення. С нами на связи вот как раз организатор схода граждан Валерий Каблюк. Вы можете и ему тоже адресовать свои вопросы либо комментарии. Я не знаю пана Каплюка. Він не підійшов до мене тоді, коли я була там, і коли я на місці могла з'ясувати, скажімо, більш детально. Але там не тільки Каплюк і дещо інші громадяни ще в грудні місяці зверталися до Генеральної прокуратури, здається. Генеральна прокуратура спустила цього листа, це звернення на місцеву міліцію. Міліція займалася цією справою, розслідувала через те, що була ж заява там про побиття. Так от, на цю заяву люди просто не йшли на спілкування з міліцією. І з ними неможливо поспілкуватися. Люди уникають спілкування прямого. І це звернення через інтернет, знову ж таки, воно через інтернет, коли я була там. І я могла на місці це розбирати. Значить, яким чином я думаю? Із того, що я знаю, наскільки ми цим займалися, ще починаючи в грудні. Оті справи, про які пишуть, що перевіряють машини і так далі, тому подібне, це було, здається, до 16 січня. Зараз ніхто машини взагалі не зупиняє. Сейчас местные жители жалуются на то, что стрельба, вот о стрельбе говорится, что рядом с блокпостами постоянно стрельба. Так, це, як би вам сказати, це не стрільба, це вони проводять навчання. Але що я вам хочу сказати, що стосується того пана? Я підтримую зв'язки з головою, я з ними спілкуюсь, я буваю там, через те, що в нас досить складний регіон. На моє переконання, Валентина Ивановна, я просто хочу... по телефону... Я хочу еще уточнить, Аскер, у него статус общественного формирования. У нас общественное формирование стрельбы проводят. Послухайте, там люди, якщо мають зброю, то ця зброя тільки оформлена. Хорошо. Ця зброя тільки оформлена. І то ще треба з'ясувати, чи проводять. Я знаю, що вони навчання проводять, але чи проводять вони його стрільбою, це питання. Валентина Ивановна, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору подключается Зиновий Нижник, у которого вот был какой-то опыт общения с формированием Аскер. Зиновий, доброе утро. Расскажите свой случай. Что я могу вам сказать? По этому поводу я считаю так, что Аскер — это не общественная организация, а это реально ОПГ. А что с вами произошло? Расскажите. Когда они еще стояли, проверяли сумки, относились просто к людям, они реально в глаза говорят, да мы ваших неверных будем вырезать, убивать. Потом, по порядку. Когда, при каких обстоятельствах и что с вами произошло? Вот я по ехал факту. с Крыма. Так. С 4 пассажирами ехал с Крыма. И это уже было 3 марта, когда поста никого не было, они должны были стоять. Стоят 3 человек в масках и останавливают меня. Я, естественно, не останавливаюсь. Они мне на капот выпрыгнули, говорят, ты что, не видишь знака «Стоп»? Я говорю, слышишь, сколько тебе лет? Ты сначала покажи лицо, представься, что ты такой, что ты меня останавливал. Да мы блокада Крыма, да мы тут власть. Я говорю, слышишь, я ничего не хочу знать, я хочу видеть милицию. Он говорит, ставь машину в сторону.
Я говорю, с какого-то я должен машину ставить в сторону. Я еду по дороге, по украинской своей дороге. Я не хочу, что меня кто-то останавливает. Мне может остановить только милиция. И я останавливаюсь на посту Азов. Это нормальный, это самое. А что я должен здесь останавливать? Кто вы такие, покажите свои документы. Естественно, они ничего не хотели предоставить, и я поехал. Дал по газам и поехал. Они мне вытянули ежика, пробили колесо. Я выехал за их пост, остановился возле Стеллы Чонгара на остановке. И достал там домкрат и начал бортировать колесо. Вот через минут 5 прилетает 2 джипа. Начали меня, люди с машины вышли, потому что я машину поднял в замкат, чтобы подгонять колесо. Начали меня молотить калашами. Да ты сепар, да мы тебя убьем, то если мы все вырежем. Угрозы были страшные, люди просто были зашуганы. Весь в крови, все люди. Я после этого вызвал милицию, и милиция мне говорит, ну это далеко ехать, мы приедете на пост Азов. Я говорю, вы что, вообще ненормальные? Я говорю, человека напало 6 автоматчиков, вы говорите, приедете. Ну мы приехали на пост, все люди дали показания, все как полагается. Это самое. А потом после этого моя жена работает в пиццерии на рынке. Приезжали какие-то люди, интересовались этой машиной, вот Chevrolet Aveo, на которой ездит, чья это машина. Ну, жена, конечно, испугалась страшно, говорит, вообще остался, потому что эти люди как бы неадекватные. Потому что я знаю, там, ну, как бы в этой блокаде Крыма, вот, там может человек 10... Я понял. Важный момент я хочу зафиксировать. Важный момент хочу зафиксировать. Человек 10 лет, да. Остальные все. Вот вы мне говорите, какие там могут быть персы, бесы, что это за... Я не могу понять, что это за такие формирования. То есть в итоге вы в полицию обратились, вы написали заявление? Обратился в полицию, да, что. Потом, когда меня вызвал следователь, это самое, ну, на допрос, сказал, что надо, чтобы люди приехали. Одна, ну, эти следы, которые давали показания, одна была с Крыма, а другой с Донецка. Хорошо, я хотел еще уточнить. Вот с оружием это кто был? С автоматами Калашникова? Это был перс, вот этот, блокадник. Вы утверждаете, что это члены общественного формирования «Аскер». Понятно. Вопрос Валентине Ивановне Сечевой, первому заместителю главы Херсонской облгосадминистрации. Валентина Ивановна, вот вы можете, кстати, сейчас уточнить какие-то детали. Есть ли здесь повод для реагирования Херсонской облгосадміністрації? У нас взагалі є привід бути дуже уважними до таких ситуацій, тому що у нас дуже напружена тут ситуація. У нас об'яви про те, що заміновано той чи інший об'єкт, проходять дуже часто. Але у нас, на жаль, дуже багато людей, які, втративши бізнес в Криму, тепер просто намагаються позбавитись оцих постів, щоб мати можливість далі проводити бізнес в Криму. І розібрати дещо дуже складно. Через що? Саме Зіновій Ніжнік, коли написав заяву в грудні, не йшов на спілкування з органами. І ви чуєте, зараз знову не було людей, які б це підтвердили. Знову ж ці люди, одна була з Криму, одна була, а чому не було сільчан? Ніхто в селі про це не знає. А потім, я вам кажу, я там була 7 днів назад, якщо от 12 травня була. Вони пишуть отут в інтернеті, що вони не хотіли мене турбувати. Як це? А навіщо ви тоді пишете в інтернет? Тому я думаю, що десь істина посередині. То, що нам треба тримати руку на пульсі, це однозначно. У нас прикордонна територія і багато людей знаходяться під впливом російської пропаганди. А деяка частина людей взагалі мають там бізнеси. І їм блокада, економічна блокада, дуже і дуже не до вподоби. У нас взагалі дуже багато фермерів свою продукцію возили саме на Крим. І, звичайно, що люди не дуже радіють з того, що вони загубили свої ринки збуту. Але коли стає така ситуація, чи незалежність батьківщини, чи пошук нового ринку збуту, то я думаю, що вибір очевидний. Має бути незалежність України.
Так, зрозуміло. Я напоминаю, что это была Валентина Ивановна Сечевая, первый зам главы Херсонской облгосадминистрации. С нами на связи еще организатор схода граждан, депутат Чонгарского сельского совета Валерий Каблюк. Валерий, вот как вы считаете, получится ли выйти на какое-то сотрудничество в решении этого вопроса с областной властью? Вот вы услышали позицию. Получится ли? Да, я услышал позицию. Во-первых, Валентина Ивановна должна меня хорошо знать, потому что она говорит, что этого пана не знает. Я выступал на Совете безопасности обороны в Новотроицке, поднимал вопросы освещения блокпостов Сухая дамба. Мне хотелось от ней задать вопрос, задать Валентине Ивановой вопрос, задать главе администрации вопрос. Они вообще знают, сколько блокпостов находится на территории Генического района, за исключением одного блокпоста, да, на границе с Крымом, за исключением одного блокпоста, как они называют, формирование Аскер, который находится в центре села Чонгаре. Сколько непосредственно блокпостов, там, где несут службу вооруженные силы Украины, вот, где пограничники, и пускай она наведет мне хоть один пример, как чиновник, да, когда и где она была хоть на одном из этих блокпостов. И в каких условиях они на сегодняшний день живут. Нету где помыться, нету электроэнергии. Вот это показатель. А то, что говорит Ну что ж, пока понятно только одно, я напоминаю, что это был Валерий Каблюк, что нынешнюю ситуацию необходимо, конечно же, находить из нее выход, и, возможно, диалог открытый, прямой и честный в этом поможет. Радио Крым Реалии всегда готово предоставить площадку для обсуждения, мы открыты для всех. Сергей Макрушин был у микрофона. Сегодняшний эфир вечерний не пропустите. Встретимся, как обычно, в это же время. Всего доброго.